Шумеры, жившие 10 тысяч лет назад на территории современных Турции, Ирака и Ирана, были удивительными земледельцами. Их религия, насыщенная шаманскими элементами, напоминала тюркское тенгрианство, а небесное божество Дингир перекликалось с нашими представлениями о высших силах. Интересно, что шумеры называли людей Киоксак, Саггик и Киси, что соответствует терминам, принятым в древней казахской культуре. Шумеры, как известно, были выдающимися земледельцами. Интересно, что они называли гору словом «кхур», что совпадает с казахским «кур», обозначающим возвышенность. Шумерский термин «кхур-сак» означал «гора» или «холм», что также перекликается с тюркскими корнями. А слово «нане» в шумерской мифологии ассоциируется с богиней-матерью, что похоже на казахское «она». Они называли свою страну Киенгир, что переводится как «земля благородных». Это название перекликается с казахскими этнонимами, такими как Кангырат и Канглы. Интересно, что шумеры занимались животноводством, рыболовством и ремеслами. Текстиль, металл, керамика. Знаете ли вы, что шумерские названия, такие как Киемигир и Кенгерли, переводятся как «святые» и «небесные»? Это удивительно, но они идентичны названию казахской ветви Киокмурын. Многие древние шумерские города имеют поразительное сходство с современными топонимами Казахстана. Урук – это не просто древний город, это символ нашей истории. Его название переводится как «плод», «основа», «земля предков». Основанный около 6000 лет назад, он перекликается с тюркским словом «турук» и даже «саруак». Интересно, что в современном Казахстане есть город Утырар, который также может быть связан с этим корнем. Города Ур и Лагаш, основанные 4400-500 лет назад в Месопотамии, имеют названия, фонетически схожие с нашими топонимами. Урал, Урда, Жалагаш. Казалы, известный шумерский город-государство, находился рядом с Вавилоном и упоминается в контексте политических конфликтов. Его название напоминает этноним «казах» и совпадает с современным названием «казалы». Арал в шумеро-аккадской мифологии – это подземное царство мертвых, а в Казахстане этот топоним также указывает на сакральные места. Еридуса – это удивительный город, основанный более 4000 лет назад. В Казахстане мы можем найти реки Ертис и Сырдарья, которые напоминают о древних временах. Интересно, что название Аксак, что означает «белая долина», звучит очень похоже на современный Аксай. А в Сирии есть город Аль-Хасак, расположенный в регионе, где когда-то жили хуриты, аккадцы и шумеры. Река Едигена или Едигле действительно носит в себе значение «быстрый и полноводный». Это название перекликается с казахским Егил-Тегил и даже с рекой Едил. Интересно, что река Буранну, хотя и длиннее, течет медленно, окольцовывая местность и обогащая почвы илом. Это создает удивительно плодородные земли. Сравните это с топонимами Урал и Уранбори. Они тоже связаны с водными артериями, которые формируют ландшафт и жизнь вокруг. Необходимо учесть, что руины городов Аралу, Казалы и Аксак пока не найдены. Они упоминаются лишь в древних письменах. Этот народ называл себя Аккад или Акату, что переводится как «орда предков». Интересно, что Анунаки, что означает «небесные» или «вечные», на тюркском звучит как Анажактан или Ананыки. Это название перекликается с терминами Турук, Манги, Икионгу и Илкоке. Цитадель города имела название Шангырак, что напоминает казахское Шанырак – купол. Эти связи между культурами и языками открывают удивительные страницы нашей истории.